Казахские турки из Восточного Туркестана, бежавшие от китайских преследований и укрывавшиеся в Казахстане, которые они знали как безопасное убежище, подверглись нападению. Казахский турок, заключенный в тюрьму в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, бежавший в Казахстан в поисках убежища в 2019 году, подвергся нападению со стороны 4 неизвестных мужчин 22 декабря после ужина со своим братом в ресторане в Алматы, крупнейшем городе страны. 34-летний Кастер Мусахан, получивший несколько ранений, сказал, что не знаком с нападавшими, но подозревает, что они избили его, потому что он рассказывал о том, как китайские власти подавляют мусульман в Восточном Туркестане. «Кто-то, кого я не знал, схватил меня за руку и ударил», рассказал пострадавший Радио Свобода. Присоединились еще 3 человека, все они были казахами. Эрбол Далитбек, немецкий организатор казахской правозащитной организации «Атаюрт», который считает, что за нападениями стоит Китай, сказал, что это не первый случай, когда казахстанский проситель убежища подвергается нападению или избиению в Казахстане. Американская биотехнологическая компания Thermo Fisher сообщила американской телекомпании Axios, что приостановила продажу оборудования для отбора проб ДНК в Тибет из-за критики со стороны правозащитных групп и давления со стороны Конгресса. Согласно сообщению Международного радио Франции, от 3 января китайский режим пытается создать огромную базу данных ДНК, используя образцы, взятые у тибетцев, находящихся под оккупацией. Основываясь на ряде факторов, в середине 2023 года мы приняли решение не продавать Тибету оборудование для идентификации человека и нашу технологию идентификации человека, сообщил представитель Thermo Fisher в сообщении по электронной почте. Премьер-министр Китая Ли Цзян посетил завод по производству чипов, который был внесен в черный список Соединенных Штатов, заявил, что государство поддерживает его и призвал к большим технологическим инновациям. Премьер-министр Китая Ли Цзян посетил ведущего китайского производителя микросхем Changjiang Chip Technology Company в попытке продемонстрировать поддержку компании китайским режимом, сообщило 4 января агентство Bloomberg. Альянс вооруженных повстанческих группировок в Мьянме объявил о взятии под контроль ключевого города недалеко от китайской границы после нескольких недель ожесточенных боев с силами хунты. Город на севере страны является одним из регионов, который долгое время переживает нестабильность. В конце декабря Китай призвал своих граждан покинуть район Лаоккай, сославшись на риски для безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое 4-е турне по Ближнему Востоку из Турции на фоне растущих опасений, что война в Газе перерастет в более крупный региональный конфликт. Блинкен, который приземлился в Стамбуле поздно вечером в пятницу, вчера впервые встретился с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. После этой встречи Блинкен был принят президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии в начале этой недели, возросло до 126 человек. Более 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Японские власти предупреждают, что экстремальные холода и осадки в выходные усугубят опасное положение для людей в пострадавших от землетрясения районах.